в группу отправили, но вы можете повторять за мной, у кого нет картинки. Вот повторять будем. Так можете подключиться в нашу группу «Добрый подчин». Там каждый раз отправляем фотографии, которые будем писать. Вот, еще вот такая фотография есть. Ребята, можете посмотреть. Он вот. Да? Костер. Вот. Ага. И можете, конечно, любой картинки не обязательно повторять картину, которая на фото, да? Можно добавить еще какие-то элементы, да? Можно, мы будем добавлять чоран. Это чоран моего отца. Вот. Неустроев Денис Николаевич, юбилей Игорь. Отец сделал. Музей готовил. Вот. Будем эту картину тоже оттуда что-то брать. В группу включайте. Это я позже расскажу насчет группы. Хорошо. Сейчас мы начнем именно писать наши картины сказателя. То есть у нас получается вообще Олонхот тоже считается нематериальное, историческое. Там 3 мира есть. Верхний, средний и нижний. Верхний мир есть еще 3 верхних мира разделяется, оказывается. А средний мир — это где мы живем, да? А нижний мир тоже разделяется. И там живут абагалар. Верхний мир, там у нас духи Аиналуры, то есть вот боги. Вот, а мы средний мир, получается. И вот сказатели, они, оказывается, очень с хорошей памятью, и они, оказывается, передают эти рассказы от поколения к поколению. Вот, у них еще и память тахчина. И получается, это только песни поют, и стихи есть, и фильмы даже снимают, да? Вот, и в театре играют, очень интересно. Вот, сейчас будем... Он, конечно, изображает Олонхота, как он сидит и рассказывает или слушает. Вот, здесь он сидит и слушает, да? Так, вначале находим, ребята, центр. Центр мы также, как чтобы мастер-класс, мы карандашом мерили, да? Находили, вот так держим. И находим примерно центр, отметили. Вот. Здесь мы начинаем от большего, то есть к частному, да? То есть, получается, мы прорисовываем примерно ромб. И снизу мы уже где-то, не такой сильный ромб, но примерно тем отмечаем, где у нас солнце. Все это быстро делаем. Можете сразу красками отметить. Так, можно здесь также измерять, ребята, карандашом. То есть, если мы центр отсюда нашли, где у нас борода, да? Так, вот эта ширина будет примерно 100 мм, ребята. Вот это половина этого будет. Угу. И голова где-то 3 с чем-то будет. Раз, два, правильно. Здесь у нас рука будет. Можно, ребята, стилизованно рисовать. Приветствуется любой стиль, любая техника. Можно гуашь, у кого нету масляных красок. Можно
акварелью рисовать на бумаге. Опять же, быстренько отметили. Конкретно, ребята, ничего не прорисовываем. Примерно отметили, где у нас ботинки, ну, сапожки. Так. И у нас здесь борода будет. Лицо будем позже рисовать. Примерно отметили волосы. Вот. Вам видно? Так, давайте я начну сразу красками, чтобы вам было видно. Я взяла охру красную. Если у вас охры красной нет, то берете желтый, немножко в коричневый можете добавить и немножко краснинку красную. Так, примерно вот так будет волосы. Здесь отметим, где солнце. Здесь у нас плечи. Здесь рука будет. Вторая рука чуть выше будет. Вот так отметили. Ой. Только маєте прогудюрили. Идите спять, а денег. У нас видео будет на YouTube. Если не успеваете, я обязательно буду ждать. Если есть вопросы, ребята, обязательно задавайте. Я примерно обвожу. Вы обводку можете карандашом делать, не красками, просто чтобы вам видно было, так сделала. Вот так отметили. Сейчас я вам покажу, чтобы вам было удобно. Вот так можете обводку быстренько сделать. Или можете сфотографировать с телефона. Вот. И продолжаем. Берем немножко масла. Ребята, по идее, у вас льняное масло должно быть. Если нет льняного масла, конечно, разрешается использовать простое подсолнечное масло, но это нежелательно. Конечно, если это бывает вообще, когда нету магазина, можно использовать. Но оливковое масло нельзя использовать ни в коем случае. Вот. Теперь такие краски, какие вам краски нужны? Можете выдавить краски, которые у вас есть. Это белый, красный, желтый, синий, любой коричневый, черный и зеленый. Здесь у меня белила титановые, оранжевый кадмий, розовый такой неаполитанский, желтый. Это, мне кажется, черный Марс, да, и охра.
И ультрамарин, либо у вас может быть не обязательно ультрамарин, у вас другой любой синий может быть. Ну, желательно ультрамарин. Здесь у меня краплак красный и зеленый вредоновый. У вас могут быть другие цвета, применяя зеленую. Вот. И теперь мы начинаем. Вообще, всего масла, когда пишете, можете начать с фона, да? С фона начинаем, то есть с самого дальнего, а потом все, что ближе находится. Артскадун коддерен драмин туэмете. Хорошо. Ики атан ройдо гай. Оло костебет. Ангаран Вот так? костебет. О, Так, сейчас. не туда, совсем куда-то. Так, Это харванна, во, идинник. Во. Ахай, улахай. Те, махтал. так. Чтобы сделать задний фон неба, обязательно смешайте белила титановые, ультрамарин и красный. Если у кого есть темный красный, краплак красный, можете его добавить. Берем белый цвет, чуть-чуть масла добавляем, потому что белила титановые не более такие густые у нас краски, плотные очень. Сюда же мы добавляем немножко синего ультрамарина. Сюда же добавляем розовый и либо красный краплак. И получаем такой сиреневый цвет получили. Рядышком сделали немножко темнее, где-то более с розовинкой. То есть у нас вот такой более фиолетовый цвет ушел, да? Здесь немножко сделали более синий цвет. Вот. Так, синий. Мы сделали 3 цвета. Мне ничего не видно. Ребята, Рисунок мы не видно. добавим- Краски не видны, да? Палитра видна? Палитра только видно. Да, я просто показываю, как вам смешивать краски. Так, начинаем. Я взяла такой ультрамариновый, сиреневый цвет. Сюда краплак красный добавила. И начинаю местами бросать этот цвет. Где у нас фиолетовый? Это для чего? Мы делаем фон. Сюда же добавили более светлый. Местами сюда. То есть мы должны быстрее избавиться от у вас белый фон будет, у меня немного сероватый. Нужно избавиться, чтобы глаза не мешал этот цвет. Немножко с розовинкой взяла. Накидала сюда. Все уроки, сейчас идет прямой эфир на ютубе, все уроки сохраняются. Кто не успевает, можете тоже, или кто не смог подойти вовремя, можете тоже посмотреть предыдущие уроки наши. Добрый почин, подписывайтесь. Ссылка будет в чате обязательно. И кто хочет в группу добавиться в нашу, тоже пишите нашему руководителю, будет тоже номер. Где-то осветляем немножко, посветлее сделали. Сюда же мы добавляем немножко ультрамарина.
И получается у нас такой цвет. Это вообще фон, да? Это фон, ребята. Нам где-нибудь тут, потом она magkaroon. Так, мы добавили немножко разных оттенков. Тем больше у вас разных оттенков, тем лучше. Можете где-то розовинку добавить, можете немножко какой-то синий добавить. В этот же цвет, ребята, я добавляю немножко желтый и получаю такой немножко зеленоватый оттенок. И начинаю сверху добавлять. Сюда же можно немножко чуть зеленее добавить цвет. В этот зеленый мы немножко желтый добавляем. Тоже сами сюда положили. Можно в этот же цвет немножко добавить любой коричневый и получить такой притушенный зеленый. Тряпочку используйте, чтобы вытирать кисть. Немножко я взяла желтый цвет. Желтый цвет я добавила белила. И этот цвет, переходящий сюда, добавила между небом, Солнцем, да. А? Небом, да. между небом и солнцем, да. Я сюда добавила. Remember, тут поедет. Так. Сейчас мы добавляем цвет солнечный. Можем добавить желтый цвет смело. У кого может быть желтый темный, может быть кадмий светлый, а может быть лимонный. Если у вас сильно лимонный, то этот цвет у вас очень холодный будет. Если будет, можно немножко туда добавить краснинку. Так, сейчас. Тут полая черная. Ой, Кадмий желтый. желтые, вот эти зеленые гумаки. Да? Так. Вот такой желтый взяла. И добавляю. Где у вас очень светлый желтый, туда добавляйте белый цвет. Немножко играет местами оранжевый, да? Это обводка. Будет немножко оранжеветь и коричневеть. Ребята, немножко есть посторонние звуки у вас. Можете, пожалуйста, когда у вас вопросы будут, включать микрофон. Пожалуйста, пока временами немножко отключайте. А то в записи вот так шик-шик-шик слышно. Так, сюда мы добавляем немножко белил. Так. И с этой стороны белила добавили. Remes pulang kau. Добавили немножко желтый. Ой.
Сюда мы будем добавлять немножко оранжевые и коричневые цвета. Так, я сюда добавляю в этот же желтый оранжевый. Так, сюда мы добавили немножко оранжевый. Где-то добавляем немножко с этой стороны. Делаем, обводим с этой стороны. Нет. Если оранжевый цвет у вас плохо ложится, тогда берете гуще. Потому что оранжевый цвет немного красящий элемент имеет, полукроющий. Этот же оранжевый я местами сюда накидаю. На земле. Это оранжевый. Да. Также сюда я добавила немножко коричневые оттенки. И у нас смешались эти цвета и получился какой-то земляной цвет. Вы можете добавить коричневый, а у меня здесь цвет такой, как охра красный. У вас может быть коричневый. Коричневый. Вы можете туда чуть-чуть красный добавить. Понятно, эти, да. Он не закрывает костер. Так. Пока продолжайте, ребята. Арейте, арамасканер, пинду. Чувайду. Сказать об этом каналу. А что было день? Понер, кантану эти ребята. Это на суд. Устинья, О, звук Чё? нарарен, энергостон мир. он те эми хвостане. И нарартыме. Так, видно, ребята, все? Алло. Когда разговаривают, они появляются, вас не видно. Меня не видно, да? Работу Сейчас не видно, да? вас уже видно. Ага, спасибо. Так, сюда мы добавляем немножко более темно-зеленый. Если вопросы есть, ребята, тогда включайте микрофон, пожалуйста, потому что есть посторонние звуки и очень мешают посторонние звуки. Поймите нас, пожалуйста. Так, здесь у нас получается, можно, конечно, Серым, да? Серым. зеленый цвет это был сверху у нас, вот. Снизу у нас тоже немножко мы зеленый цвет добавляем. Ребята, если у вас очень яркий веридоновый зеленый, обязательно притушите коричневыми цветами, потому что
Здесь больше снизу будет такой травяной цвет. Чтобы травяной цвет сделать, немножко можете туда коричневый добавить. Так, и сюда. Не забываем теневые делать обязательно. Теневые могут быть у вас травяные, можно еще такие, как цвет земли сделать, коричневый цвет, да? Вот. Немножко не забываем рефлексы, ребята, потому что везде у нас идет отражение цвета. На прошлых уроках мы говорили, рефлекс — это отражение и взаимодействие разных цветов, оттенков, да? Вот, немножко снизу. Где-то я немножко зеленые оттенки добавляю. Конечно, в этой области немножко темнее будет, но на картинке там очень светло. Давайте немножко темнее сделаем, потому что наш сказатель сидит на бревне, кажется. Но точно разобрать на картинке невозможно. Но кажется, это лежит дерево, да? Тогда мы берем цвет коричневый и начинаем. Так, у нас коричневый закончился, да? Так, коричневый. Коричневый можете использовать Марс. Коричневый у вас будет очень светлым цветом, да? Можете использовать такие цвета, как умбра ленинградская, умбра жженая. Это более такие плотные цвета. Более коричневые и более темные. Вот такой. У кого нет коричневого цвета, ребята, можете взять черный и сиену жженую смешать с черным цветом, и у вас получится более такой цвет, коричневый получится. Вот, можете несколько цветов смешать и получить коричневый. Вот я добавила в этот красный, ну не в красный, а в сиену жженую я добавила Марс черный и получила такую умбру ленинградскую, темный цвет, темный коричневый. Вот, и этот цвет я добавляю. Это у нас бревно будет. Но там сейчас у нас вообще, ребята, что делаем мы? Наша задача быстрее избавиться от белого картона или холста и сделать быстро подмалевок. Да? Когда мы подмалевок делаем, у нас, конечно, после подмалевка уже пройден будет половина этапа, то есть у нас остается только уточнение. Вот. Поэтому подмалевок, конечно, надо очень быстро делать, учиться быстро делать, поэтому тем лучше у вас будет получаться быстрее подмалевок, тем быстрее вы будете заканчивать картину. Здесь тоже, ребята, обязательно тени делаем, потому что без теней, ребята, никогда объема не будет. Добавили сюда тени. Тоже немножко снизу добавляем. Так, а также у нас детали, такие мелкие детали, конечно, мы будем позже делать. Сейчас тот же коричневый, тем же цветом будем делать тени. Конечно, у нас тени не только коричневые будут, у нас ультрамарина будет, таких оттенков, как сиреневый где-то местами, да? Здесь добавляем коричневый. Здесь где-то будет у нас все темные.
Это называется группой подмалевок. Здесь можно уже где-то немножко в этот же коричневый, либо желтого добавить, либо уйти наоборот в желтый цвет. Я сюда добавляю зеленый. Смешав желтый с зеленым и вот с коричневым, мы получили такой темный сложный цвет. Этим темным зеленым мы начинаем добавлять сюда рефлексы теневые, да? Мы не полностью закрываем коричневый цвет, мы все время добавляем нужные цвета. Так, где-то у нас немножко зеленеет, потому что у нас трава зеленого цвета, да, немножко отражается, ребята. Это здесь немножко зеленеет. Если краска заканчивается, надо сразу дополнять. Это здесь тоже немножко зеленеет. Немножко яркий цвет травы немножко я затемняю местами. Но цвет травы все равно должен оставаться. То есть немножко где-то коричневит, серовит. На зеленый цвет мы не теряем. Это у нас темный зеленый получился немножко местами. Это немножко я здесь добавлю. Кисточку я держу примерно так, держачи, и вытягиваю краску, да. То есть получается, как раньше мы говорили, что в кисточке у нас палитра, в картинке у нас палитра и в палитре у нас палитра. То есть все время у нас краски смешиваются. Человеческий глаз, ребята, различает больше 200 оттенков цветов, да? Вот. А также, кстати, я была недавно в лавке художника и заметила, что есть дешевые краски. Это Брауберг. Это китайские краски, ребята. Можете такие краски приобрести в лавке художника. Они 46 миллилитров, где-то 180 рублей, по-моему. Это, я скажу, хорошие краски. И бывает у них тоже холсты очень качественные. Можете тоже использовать. Конечно, смотреть, как цена взлетела у мастера-класса. Можно, конечно, заменить краски, попробовать. Там также гамма продается. Но использовав разные краски, вы поймете, в каких фирмах более густые краски, более качественные оттенки, и в каких фирмах более удешевленные краски, но качество все равно у некоторых красок очень хорошее. То есть получается сонет более такой, более жидкая краска, да? А мастер-класс более густая. Либо итальянские краски, они очень густые и очень яркие, чем российские краски, да? То есть получается разные краски, ребята, покупайте и сравнивайте, потому что если вы только сонетом будете писать, у вас некоторые яркие цвета просто не получится. Ну, конечно, можно этого добиться, но лучше попробовать и мастер-класс, и вот эти разные фирмы, потому что в разных фирмах тоже. Ну, получается, мастер-класс и сонет и ламберг — это одна фирма, но более ориентировочно для профессионалов мастер-класс, а сонет для новичков. Вот. Где-то более краска такая, больше с маслом, тогда нужно больше красок использовать. Получается, если у нас где-то мастер-класс, тогда совсем где-то мало красок надо добавить.
Тоже надо это смотреть, пробовать. Где-то немножко светло-зеленый сюда добавляем. Видите, как у нас краски все время смешиваются. Картина маслом, ребята, очень долго сохраняет свои цвета, и цвет долго не меняется. Лаком нужно обязательно покрыть через год, через 1,5 года. Можно также использовать разбавители. Но разбавители я пока не рекомендую использовать дома, когда, ну, зимой, да, когда холодно, надо открывать. В этот зелено-коричневый цвет я добавила бордовый краплак красный, да. Начинаю уже более красные оттенки использовать. Тоже в теневые, немножко зеленым. Такой сложный у нас цвет получается. Сюда можно также еще вот с краснинкой, да. Зеленый с краплак красным у нас дает такой вроде бы холодный цвет, да, и как бы, как сказать, тоже какой-то рефлекс у нас получился, да. Мгм. Здесь немножко есть цвет. Контур можете сильно не контурировать, потому что сейчас у нас идет подмалевок, и вот, ребята, четких границ не должно быть. Даже вот бревно у нас сейчас очень четко получилось. Можно, конечно, ставить, есть такой стиль разный, да, ну, смешанный. А можно немножко притушить. Притушить можно чистой кистью, немножко между пройтись, вытереть в тряпочку и притушить. Вот так делается. Смягчаются границы. Вот, и у нас получился вот такие четкие границы получаются. Немножко я добавила сине-жженую, либо вы можете добавить коричневый, более с краснинкой. А можно просто в коричневый немножко красного добавить. Где-то я тут немножко добавляю еще. Так, здесь у нас тоже немножко коричневый. Но здесь у нас одежда не полностью коричневого цвета, там много оранжевых оттенков, потому что у нас и солнце светит, это тоже отражает одежду, ребята, не забываем это. Все, что сверху будет оранжеветь, то, что у нас кажется, да, как закат здесь показали, да? Солнце заходит, и одежда более красная становится. Но я сейчас пока добавляю такие светло-коричневые оттенки, затем буду добавлять более красные. Здесь где-то у меня зелененький играет. Ребята, свои работы можете отправить. У нас выставка скоро будет, скоро открытие выставки. И также можете в конкурсах участвовать. То есть у нас будет конкурс, можете любую свою работу отправить, сфотографировать и в WhatsApp. Тогда у вас распечатают вашу работу и повесят. Вот. Тоже обязательно приходите. Скоро у нас будет открытие. Там выйдет обязательно, когда это будет, новость. Так, сюда где-то немножко, если сильно яркий зеленый цвет, ребята, туда добавляйте коричневый и немножко затемняйте. Вот, где нужно, мы затемнили.
Значит, сейчас мы будем более такие оранжевые цвета добавлять. Также можно этот коричневый с краснинкой добавить сюда, где у нас щеки, скулы, немножко отметить, да? Можно отметить, где у нас брови находятся, глаза. Сейчас у нас просто подмалевок, ничего не конкретизируем. Просто пятнами ставим. Затем будем уже прорабатывать все это. Затемняем с этой стороны. Так, сюда мы добавим оранжевый. У нас получился такой охристый цвет, да? Лучше сюда добавить красный. Либо отдельно более чистый цвет сделать. Так, у нас красный. Так, сейчас я принесу красный цвет. Так, красный. Сюда я добавлю желтый. А желтый есть у нас. Так. Так. Вот я отдельно делаю. Беру желтый. Туда добавляю красный. Темный красный получился. Вот. Такой темный оранжевый у меня получился. У меня цвет красного, к сожалению, нет, я карминовый использовала. Вы можете использовать красный, да? Если сильно яркий оранжевый получился, немножко добавляйте коричневый. Сюда солнечный такой рефлекс, цвет. Где-то мы сюда добавляем. Ребята, смотрите, сразу у нас есть грязница. Либо в тряпочку убираете, либо просто в сторону. И новую краску берете. Тогда более чистые цвета положатся. Так, здесь у нас смешались краски. Даже когда смешиваются краски, у нас наоборот играет в плюс. Немножко смешанные переходы у нас будут не такими резкими. Нужно делать переходы не резкими.
Так, сюда добавляем. Вот примерно у нас получается так. Так, калина цветом очень подходит, да? Там такой цвет. Так. Давайте такой малеющий цвет добавим, оранжевый, да? Яркий, такой неестественный оранжевый. Я добавила сюда, смешала. Здесь немножко добавляем. Где-то здесь оранжевый. Красный цвет тоже надо добавить. Где-то сильно краснит, не только оранжевый. У нас здесь у нас ага, вот такой красный будет. Здесь красный. Темный красный, ребята, добавляем местами. Видите, вот с этой стороны, где плечо, да? Более похожий на сено жженую. Можете сено жженую использовать. Где-то прямо оранжевый бросать. Так, вот так добавим. Тоже сейчас рефлексы делаем. Где-то вот с этой стороны немножко краснеет. Также делаем форму. Немножко где-то осветляем. Показываем, что это у нас дерево фактурное. То есть фактуру дерева делаем. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Как помните, на прошлых уроках у нас мы говорили о тональности, да? Давайте немножко повторим, что такое тон. Это у нас тень, да? Полутон, полутень. Цвет. Цвет – это тот цвет, который мы выбираем, более чистый, да? И у нас блик идет. То есть
солнечный свет, блик, солнечный свет идет, и полутон, тон и рефлекс, да? Вот. То есть, получается, здесь мы должны делать цвет, тени, собственную тень и падающую, да? Падающая тень, это у нас получается вот здесь, потому что солнце светит сверху и сзади, да? То есть человек больше всего в тени сидит. То есть, по идее, теневая часть здесь должна быть, но немножко здесь стилизованный рисунок, и немножко есть такое смешанность, да? Тени сильно не показаны в этой области, да? А здесь, наоборот, свет показали. Но рисунок такой классный, что здесь очень интересно, немножко художник что-то сам добавляет, да? Здесь сильно тени не показаны, солнце позади находится, но он сделал вот эту часть немножко темнее землю, да? То есть здесь немножко притушите, потому что здесь света сильно не будет. Вот эта часть вся будет теневая. То есть мы не чистый тень показываем где-то, да? А вот именно вот эта часть вся теневая должна быть. Вот. А также у нас немножко здесь цвет играет, да? Можно добавить цвет немножко в этих областях. А также сверху лба будет теплее и ярче. Мгм. Скорее всего, даже холоднее будет. Ну, по идее, если мы человека пишем на улице, да, не знаю, но не под прямыми солнечными лучами, то у нас сверху более холоднее будет, а снизу более теплее. Вот смотрите, даже если вы одеваете синюю либо красную кофту, вот этот рефлекс идет в ваш подбородок, да? То есть подбородок немножко где-то краснеет или синеет, да? Из-за того, что вы одели кофту. То есть все это взаимодействует. Тоже, если мы находимся в синем, то есть стены у нас синие или зеленые, вот этот оттенок будет падать на ваш холст. То есть все взаимодействует, все отражается, да. Когда у вас стены белые дома в офисе, то когда солнечный свет падает, этот цвет тоже начинает отражать белым цветом. Вот. Поэтому тут тоже в картинке, либо на природу, если вы увидите, тоже увидите. Если вдаль увидите, то небесный свет ультрамариновый, да, он будет отражаться на полях, на дальних полях, на горах, да, будет воздушная перспектива, да. Воздушная перспектива, это означает тоже рефлексии идут, отражения, да, и чем дальше, тем мы как туман видим, да, то есть не так четко, это воздушная перспектива. То есть это идет отражение от неба, да, вот, или может туман. Вот. И здесь, да, замечательный рисунок получается. Все, что мы видим, ребята, это мы копируем. Любую копию можно немножко поменять. Мы говорили, где-то мы чаран нарисуем, да? Можем чаран где-то спереди поставить. Согласны? Все знаем форму, да? Можно трехножку сделать, также можно одноножку сделать, да? Либо можно сделать так, что сказатель держит чаран, либо можно немножко снизу поставить. Тоже сами смотрите, ребята, делайте. Я добавлю чаран. Здесь держит. Пока только форма чарана будет у меня. Я в группу отправляла, где есть чаран, фотографию, да, чарана. И
Аланхот, да. Аланхот, точнее. Вот. Тоже посмотрите форму. У меня будет трехножь. А также можно где-то крия добавить снизу, да, или еще один черон. Тоже на ваше усмотрение. Также можно сделать разные узоры, потому что здесь у нас идут линии. Вот. Сверху у нас идут линии. Можно здесь какие-нибудь узоры сделать. Тоже фантазируйте, пожалуйста. Волосы у нас разного оттенка. Есть у нас немножко сероватые, да. Конечно, чистый белый мы не используем. Так. Как серый цвет делаем? Можно белый, черный добавить. А можно какой-то сложный цвет сделать, да? Можно в сиреневый добавить коричневый. Тоже смотрите, в какую сторону. И можно сделать таким образом такой теплый, классный цвет серого. Так. У меня такой серый получился. Я цвет ультрамарина, то есть краплака, белил. То есть тот сиреневый, который у нас лежал. Я туда добавила индиго цвет и добавила немножко коричневый. Потому что у меня сейчас, да, то есть черного цвета нету. Кажется, нету, да. Здесь я добавляю теневые. Потом мы будем более светлые оттенки добавлять. Сюда можно где-то белила добавить. У меня кисточка грязная, и получился такой светло-серый цвет. Вот. Где-то немножко, да, даже немножко где-то розовит этот серый цвет. Тоже идет отражение от неба. Немножко розовинку добавляем. Такой темный ультрамарин. Ну, сиреневый цвет, да? Немножко в сторону розового. То есть также смешали синий ультрамарин с краплак красным, либо обычным красным и с белым. Это тоже. Это у нас рефлексы. Так, сюда можно добавить белил. Белила у нас немножко желтизной будут, потому что тоже отражение идет. Туда мы добавляем немножко желтый. Можно также немножко красного добавить, да? Такой весну сделать. Но пока у меня более желтый цвет будет. Так. И где взяли этот цвет, можно положить на бороду. Местами сюда. Сверху. Можно где-то немножко белил добавить, да? Только немного, да? Темные цвета, ребята, старайтесь ложить в начале. А потом уже добавлять светлые, потому что белила у нас должны быть более густыми. А можно вот эти правила тоже нарушать.
Добавляем сюда темный серый. Где-то немножко синевеет. Немножко можете синенький добавить. Какой цвет не получается, ребята? Включайте микрофон и спрашивайте. Можете в чате спросить. Так. Кто-то просит фотографию отправить. Сейчас отправлю. Мгм. Я вам отправила фотографию. Нина. Вот у нас примерно так получается. Это у нас называется грубый подмалевок. Очень красиво. Спасибо. А моя вот так. Сейчас Посмотрите, посмотрю. пожалуйста. Так, сейчас Вот моя. посмотрим. Вот моя вот так. Сейчас, подождите, почему-то не показывает. Мне надо найти ваш... А, меня нету где. Нету, да? Ага. Ребята, свои работы отправляйте, фотографируйте, отправляйте. В чате будет номер нашего руководителя. Туда, пожалуйста, после МК отправите, как закончите. Угу. Да, обязательно в конце мы вас, после мастер-класса обязательно добавим в группу. Так, подмалевка, ребята, да, немножко надо быстрее делать. Кто не успевает, делайте грубый подмалевок. Всегда начинаем с грубого подмалевка, и потом уже уточняем работу. И когда мы уточняем, у нас больше уже становится похожие. Да? Но грубый подмалевок, по идее, тоже нужно именно какие цвета видите, ребята, такие нужно туда бросать. То есть, получается, если вы видите, там где-то сиреневый лежит или красный, все это надо накидать. То есть иметь несколько кистей. Ну, можно, конечно, одной кистью писать. Тогда, если вы одной кистью пишете, с собой обязательно держите тряпочку, чтобы вытирать краску. А также, конечно, если чистыми цветами хотите писать, именно чистый желтый цвет, тогда ваша кисточка идеально чистая должна быть. То есть все время нужно мыть кисть, либо брать другую кисть. Когда у вас смешивается больше 3 цветов, у вас уже немножко грязный, сложный цвет получается, да? То есть мы этими грязными цветами тоже работаем. А также чистые цвета — это до 3-4 цветов. Поэтому тоже дома потренируйтесь, смешивайте, делайте вот всю эту колористику разных оттенков, от светлого к темному, и попробуйте смешать рядом стоящие цвета, делать градиент. Вот. И также холодные и теплые цвета смешайте тоже. То есть получается, теплые цвета — это у нас желтый, красный, да? Холодные цвета — это фиолетовый, синий, да? Зеленый тоже относится к холодным, но есть зеленый, который относится к теплым. Поэтому бывают и холодные, и теплые цвета. И желтый бывает холодным, лимонный цвет более холодный считается. А также красные цвета тоже где-то могут быть. Посмотрите, пожалуйста, мою. Вы отправили...
в группу или Звук пропал. меня слышно? Алло. Да, слышно стало. До этого не слышно было, да? Ну, чуть-чуть. Вот кто-то Так. включился, после этого звук пропал. Да. Ребята, я не нашла ваши работы, почему-то не показывает. Давайте тогда так сделаем. Как закончим, вы отправите на мой номер, либо в чате будет номер Аиды, нашего руководителя. Туда можете отправить свои работы. Вот. Потом у вас напишите, пожалуйста, кто хочет в группу попасть. Мы вас добавим после мастер-класса. Я немножко взяла белый цвет. Конечно, белый цвет у меня не идеально белый. Немножко туда смешался желтый с серым, но более светлее, чем серый. И я добавляю немножко местами, где у нас самая светлая часть бороды. Белый цвет, ребята, берете густо, потому что мы не используем разбавитель. Поэтому только густо будет ложиться. Смешивается с другими красками. Но ничего. Кисточка у вас тоньше должна быть, потому что мы уже немножко где-то уточняем бороду. Так. Тоже, где волосы у нас в голове, да, немножко где-то светлее. Там не только желтый, немножко беловато-серый есть, да, немножко белила добавить. У нас краски смешиваются все время. Кто устал, можете отдохнуть, можете немножко встать, походить, потому что когда мы в одну точку смотрим, у нас глаз очень сильно устает. И старайтесь не как я писать картину, просто для камеры я сюда поставила. Нужно вашу работу под наклоном вот так ставить. Либо вот так. Когда вы ставите вот так, вы лучше видите. А у меня здесь свет отражает, и почти ничего не видно. И когда я вот так делаю, видно мне, да? Немножко вот так. Нужно на вытянутой руке писать картину. Это правило. Близко никогда не пишите картину. Чем дальше ваша картина, тем вы видите картину издалека. Вблизи, ребята, у вас мазочки должны быть грубые. Вдали у вас должна собираться целостная картина. Не забываем это.
Немножко можно еще прибавить. Если где-то вы допустили ошибку, масляные краски испортить невозможно. Поэтому, ребята, немножко, если где-то у вас что-то неправильно, исправляйте. Можно много раз исправить, можно даже, когда ваша картина высохла, можно дальше дополнять, дорабатывать. А также масляные картины со временем, если они тускнеют и краски желтеют, можно реставрировать. Со временем может быть такое, что картина может просто трескаться, да? Это вот старые картины, и смотря как они хранят свои работы, да, картины могут испортиться. Если это в сыром помещении хранят, где-то на складе, да, или, или где наоборот, где-то из-за сырости плесень появилась, да, может сесть просто холст, краски, я не знаю, выпасть могут, да, и со временем могут картины, конечно, трескаться. Когда работы убирают с подрамника, подрамник это сзади деревянная основа, где натягивает холст, и когда перевозят картину, могут заворачивать в рулон. Конечно, в рулон заворачивать и продавать, так картину отправлять очень трудно. Но старинные картины, если сильно, очень сильно такую тоненькую трубку сделать, это очень плохо, да, то есть краски тоже могут трескаться. Поэтому, если вы перевозите картину в тубусе, в рулоне, да, тогда нужно объем рулона немножко больше сделать. Тогда у вас картина трескаться не будет. Так, сейчас посмотрим. Ага. Так, продолжаем. Где-то у нас, да. Ребята, избавляйтесь от пустоты, от белого картона. Нужно успеть сделать подмалевок. То есть картона не должно быть видно. Тут тоже теневые. Теневые у нас более коричневые. В этой картине где-то краснят. Умбра ленинградская, это темно-коричневый. Немножко можете подчеркнуть скулу. Конечно, это у нас грубо получается. Но затем мы будем уточнять уже. Тут тоже надо такой темным цветом теневые сделать, отметить пальцы. Здесь у нас чаран держит. Тогда рука немножко меняется. Здесь не буду. Как сделать цвет кожи? Цвет кожи делают, ребята, белый цвет, желтый и красный. То в сторону желтого, тогда у вас более такой оранжевый цвет будет, то в сторону красного, более красный цвет будет. Несколько цветов сделайте рядышком, где-то добавьте больше белил и посмотрите. Кожа может быть очень светлая, может быть темная. То есть несколько оттенков сделайте рядышком. Да. Так. А у меня сейчас только розовый есть, да?
розовый цвет, который вы сделаете из 3 оттенков, больше белил, немножко желтого, немножко красного, и вы получите розовый цвет. В ту же сторону желтого. Если больше желтого добавите, то больше с желтым будет. А если больше красного добавите, то будет больше красным. То есть, значит, надо добавить также такой телесный цвет. Так, прямо грубо рисуйте лицо, без конкретики, ребята. Все это делается потом. Нужно уже заканчивать первый урок. Тоже здесь много таких оттенков красных, коричневых, да? Смело добавляйте, потому что тоже много теней здесь, тоже немножко более красный сделаем. Вот. Щеки тоже надо краснее сделать, да? То есть мы также делаем немножко темные цвета. В эти цвета, где у вас получился такой цвет, как розовый, телесный, да, туда можете добавить сине-жженую, либо красную английскую. Вот. Также можете добавить туда либо коричневый, такие коричневатые цвета, и делать немножко темными, телесными. Можно, конечно, и в эти цвета ультрамарин добавлять, немножко коричневый, тоже поиграть цветом. Тогда у вас получится переходные цвета. Можно еще немножко более темный красный добавить, туда немножко и коричневый, и желтый, посмотрите, и делайте переходящие цвета. Так, губы немножко сделайте темнее. Также сюда, где на подбородке, у нас тень, ребята. Тогда делайте коричневый цвет. Так. Ну, конечно, уже какие-то уточнения пошли, да? Кто не успевает, ребята, успевайте, пожалуйста. Начинайте уже красными. Ага. Давайте сделаем 5 минут перерыв и продолжим. А те, кто еще не успел, продолжайте. Если вы зашли только что, можете посмотреть видеозапись на YouTube.
после мастер-класса будет. Можете посмотреть, не повторить. После перерыва мы будем делать уточнения. Сейчас я вам покажу примерно, как у нас получается наш сказатель. Вот, можете посмотреть работу. Издалека у нас собирается, смотрите, как краски смотрятся вблизи, грубые мазочки. Вот. Ой, у нас тут другой цвет попал. Вот такие грубые мазочки. Вблизи. Пять минут перерыв сделаем.
Продолжаем. Сейчас мы будем делать уточнение. Для уточнения лучше брать тряпочку, потому что именно тонкость не у всех много бывает, поэтому прямо вытираем. Так, у нас... ага. Сейчас я подойду. Ребята, меня слышно? Да, Скажите, слышно. пожалуйста. Ага, спасибо. Так, давайте начнем с лица. Конечно, вы можете за мной не повторять. Каждый по-разному видит. Но основу, то есть это у нас получается где-то немножко в черный добавляем коричневый. И делаем такой умбро-ленинградский темный цвет, темно-коричневый. Взяли тонкую кисть и осторожно проводим линии глаз, где у нас будут глаза расположены более темным цветом. Брови более такой. Конечно, это не черный цвет, ребята. Сильно черным не надо пользоваться. Здесь у меня цвет немножко смешался с коричневым. Такой темный коричневый полосе. Где-то корень немножко темнее можно сделать, да? Это у нас теневые, ребята. Ноздри можно темным сделать. Если допустили ошибку, можете убрать кисточкой такой, чуть-чуть слегка. Грязь. Так. Вот этот темный цвет можно использовать, где у нас совсем темные. Можно сюда добавить теневые еще. Сделать еще темнее. Где волосы, подбородок. Отметить. Мой родственник Аросин, который первым записал Олонхо. Вот. Потом Аюнский по его записям сделал книгу, то есть первым написал книгу по записям других сказателей. Получается, наш родственник Аросин был тоже сказателем. И он тоже по памяти все записывал. Вот его записи попали
то есть были использованы. И сейчас у нас есть огромная большая книга, сейчас покажу. Нюргун Батыр стремительный. Вот такая книга большая. Здесь очень много картинок. Вот. Мы тоже из этих картинок тоже рисовали, писали картины. Тоже можете посмотреть на ютубе. Подписывайтесь, ребята. Будет в чате обязательно ссылка на YouTube канал. Также можете в Instagram, у кого VPN есть, подписаться Аланхо Добрый Причин. Там не только мастер-классы по живописи, там еще идут разные семинары, очень интересно. Тоже можете посетить на YouTube, все записи сохраняются. Вот здесь получается Нюргун Батыр стремительный. Якутские греческие посолонхо воссоздал на основе народных сказаний Платона Юнский, да? И здесь, получается, Владимир Дижань перевел. А эти картины у нас, получается, очень известных художников. Это Карамзина, Сивцева и Корякина. Получается, работа, эти картины. И мы эти картины тоже используем, рисуем, пишем. Маслом, ребята, мы пишем картину. Вот эта картина, можно любую работу копировать и немножко изменять. Вот. Здесь у нас прибавили чаран. Здесь у нас, получается, узоры появятся, да? Можно добавить, где солнце, сделать красивые узоры коричневым цветом. Мой отец делает чараны, национальные якутские посуды, бубны. И здесь я нарисовала этот чаран, потому что я вам в группу отправила фотографию, где сказатель тоже. Один из сказателей вот, рассказывает про Аланхо. И здесь как раз чаран очень красиво, да, смотрится. То есть тоже добавьте чаран, потому что это очень классно в А картинке, да? фамилия не Иванов случайно? Что? Фамилия не Иванов случайно? У Он? отца. У Да. отца Нет, вашего. нет. У него Гоголев фамилия. Но это не его фамилия, на самом деле. Это, получается, нашего дедушку воспитали Гоголева. И получилось так, что у него фамилия Гоголев. Вот. Здесь, ребята, чаран тоже нужно показать. Тоже нужно сделать теневые. Так, здесь тоже добавить. Ножку хорошенько прорисовать. Сказателей, ребята, очень много. Каждый сказатель, конечно, по памяти рассказывает, но бывает, что немножко рассказы немножко отличаются у каждого сказателя. Вот. И по этим сказаниям Айон Платон, ой, не так сказать. Вот. Платон Айонский, извиняюсь, сделал, вот это, ну, написал, да, по рассказам и сказаниям других сказателей и записям Росина. Обязательно изучайте историю Аланхо, это очень интересно, познавательно, и рассказывайте своим детям. Получается, герой, Нюргун стремительные герои эпоса Аланхо, они, получается, рискуя своими жизнями, очень храбрые, очень сильные,
Получается, они спасают людей, борются с обагой, с монстрами, да, с змеями, там и змеи есть. Очень интересно, прочтите. Даже эти монстры крадут женщин. Ну, это история, где... Так. Должен знать каждый человек. Здесь делаем полоски. Можно одежду немножко, где-то узоры в одежде. То есть можно добавить, конечно, можно и без узоров сделать. Ну, просто вот эти линии добавьте, как на картинке. Так, здесь у нас... Так, здесь можно добавить. Это я немножко такую темную полоску сделала. Потом немножко надо добавить красный туда, темно-бордовый. Если у вас бордового цвета нет, можете в коричневый, красный добавить, немножко еще затемнить черным, либо где-то синенький добавить. Так. Немножко можете окантовку сделать вот тут, немножко затемнить, да? Где-то если темноты, ребята, не хватает тональности, да, то, ребята, не бойтесь, лучше темноту положить, доложить много положить, да, чем не доложить. То есть не бойтесь этой темноты. Так, немножко бордовый сейчас возьму. Буду сейчас бордовым прорисовывать. Конечно, одежду можно разного оттенка сделать. У меня бордовый сильно розовит, и я туда добавила сиену жженую. И хочу чуть-чуть темный, черный добавить. И начинаю эту полоску затемнять. Полоски несколько оттенков, ребята. Там идет тоже рефлексы, поэтому не полностью закрашивайте, местами только. Тут тоже есть, да? Красненько. Когда смешивается несколько оттенков, даже очень интересно получается, да? Если есть вопросы, пишите или спрашивайте, пожалуйста. Тоже немножко местами я затемняю. Еще немножко надо затемнить.
Можете узоры добавить на чаране. Очень красивые. Тоненькой кистью. Где-то можете теневые сделать. Вот эта часть оказалась в тени. То есть мы тогда немножко темный коричневый добавляем. Вот так. Теневые добавили. Или просто вот такие полоски сделайте. Намек, да? Где-то, если не хватает теней, опять же, затеняем. За счет теней мы получаем, за счет объемной картины. Если не хватает тональности, у нас теней, то у нас плоская картина будет. Так, где-то намек сделаем здесь. Тоже это у нас бордовый с коричневым идет. Так. И обязательно смотрите немножко издалека. Когда издалека картину смотрите, вы видите свои ошибки. Все время отводите картину и издалека. Можете встать и посмотреть, как ваша картина получается. Вот теперь у нас все уже сейчас у нас вообще идет уточнение перерыва. Видите, как легко пишется картина после подмалевка. То есть уже можно легко исправить, добавить, да, дополнить работу. Но некоторые художники на этапе подмалевка оставляют картину и выдают, продают свою картину. Потому что этап подмалевка — это нахождение цвета, но без уточнений. То есть старайтесь работу подмалевок делать именно попасть по цвету, чтобы много раз не исправлять. Чтобы можно было вашу картину уже отдать заказчику сразу, если он потребует. Вот. Угу. Можете, конечно, обводку делать. То есть именно у вас, кто хочет делать обводку, можете обводить. Здесь можно, конечно, где солнышко, немножко можно проработать, да? Где не хватает оранжевых оттенков, немножко с коричневыми, да? Вот темный такой оранжевый. Можно местами где-то тут затемнить. Немножко добавьте, затемняйте. А потом мы добавим узоры. Каждый может собственный узор придумать, а можете сделать стандартный узор. Тоже полностью не ложим краски, где-то местами.
Так. Вот. Где-то у нас примерно так получится. Где-то оранжевеет, значит, надо доработать. Тоже со временем можете увидеть больше оттенков. А завтра, когда у вас картина немножко встанет, будет немножко подсыхать, вы заметите, что днем ваша картина немножко выглядит по-другому. Конечно, можно дорабатывать, если нравится. Ой, если что-то не нравится. А если нравится, лучше оставляйте. А еще бывает, что какие-то мазочки человеку очень нравятся, но по картинке это не похоже. Но, ребята, не обязательно повторять полностью картину. Если вам нравится, оставляйте. Так. Где-то немножко местами оранжевее. Это я еще здесь немножко оранжевый добавлю. Чтобы не только ультрамариновый цвет был. Так. Я тут сюда добавлю еще. Хватает такого оранжевизны. Так. Видите, я немножко все время что-то добавляю, что-то убираю. Немножко еще оранжевый добавлю. Но не чистый оранжевый. Этот оранжевый у нас смешался. Не только с зеленым. Это еще хочу вот тут немножко сделать пооранжевее, да? Где-то можно сюда добавить. Можно еще пальцами притушить, да? Если мазочек смешался немножко. Так, сюда мы где-то не положили, да, краски. Это надо положить. Извините, так, где-то немножко, все-таки я сюда положу оранжевый. Так, сейчас мы будем узор делать. Хорошо? Где у нас солнце, там у нас узор будет. Беру я немножко с краснинкой коричневой. У вас может быть любой цвет, но в этой картине, я думаю, больше подойдет коричневый. Тогда нам как бы лучше будет, да, такие красноватые коричневые оттенки. Можно зеленый добавить, но синий тоже подойдет. Узоры я буду делать именно в этих линиях, темных оранжевых. Можно вот такие узоры делать, треугольники, да? Как солнце, да?
Это уже мы сами придумываем. Ребята, у нас будет выставка. Открытие выставки будет. И обязательно приходите. Новости будут в группе, в Инстаграм, когда будет открытие. И когда будет выставка, и, ребята, участвуйте со своими ботами, отправляйте. Не обязательно именно вот эта картина может быть, может и эту картину можете отправить. Также можете написать другую на тему Аланхо. Это может быть природа, это может быть рассказ, можно сюжетную картину сделать, да? С героями. Отличные призы вас ждут. Так, можно просто линии вот тут сделать, вот такие, как луч. Вам видно, ребят? Можно взять красный цвет, не обязательно коричневый. Комментируйте, пожалуйста, в Ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно. И здесь у нас еще можно придумать там какие-то такие узоры круглые, либо цветочные узоры очень хорошо подходят, не обязательно круглые. Видите, краска смешивается и осветляется. Я думаю, это даже хорошо. Но каждый раз я краску заново беру. Примерно так. И еще обязательно работу отправляйте и подписывайте, пожалуйста, если вы разрешаете, чтобы мы публиковали именно в Инстаграм вашу работу, тоже пишите. Или пишите, что нельзя публиковать. Спасибо, что участвуете в конкурсах. У нас до этого конкурс был, селфи, вот. Там очень много участников было, очень всех замечательные фотографии, очень классно бастыга там сделали, тоже на мастер-классе. Так, здесь у нас можно еще придумать по-разному узоры. Примерно у меня такие узоры получились. Самые обыкновенные, но зато сочетается с цветом, да? Так, и ставьте, ребята, обязательно свою подпись и роспись. Можете просто имя написать, инициалы. Обязательно пишите спереди. Можете снизу написать в уголке. Можете с другой стороны написать. А можно где угодно, по идее, расписаться. Некоторые художники просто где-то могут здесь написать свой Инстаграм, можете просто имя написать. Вот. Я просто Али Фатис напишу свой Инстаграм. Там нужно тогда указать собачку, если это ваш Инстаграм. Тоже ко мне подписывайтесь в Инстаграм.
Можете посмотреть работу моих учеников. art.lifatis. Через VPN все заходит. Или можете просто в Alifati зайти. Но не забудьте обязательно тоже подписаться и зайти в Аланхо Добрый Путин. Там есть очень много интересного, познавательного. И там будут новости насчет мастер-классов. Как-то вот так. Вот у нас получился такой интересный рисунок, то есть картина. И когда, ребята, у вас картина подсохла, можете через полгода, через год лучше покрыть лаком вашу работу. Тогда, если вы покроете лаком, у вас картина еще ярче будет. Цвета будут более глубокими, и картина ваша сохранится надолго. Вот, посмотрите, ребята, поблизости. Вот такие у нас узоры получились. Вблизи мазочки, да? Вот наш чурон. Вот. Конечно, можно было вчера еще несколько оттенков добавить, да? Чуть-чуть не хватает. Так, сейчас посмотрю. В чат обязательно посмотрите. Тут в настройках есть чат. Отправляйте, пожалуйста, работы написали на конкурсе рисунков. Да, победители получат призы. Даже карандашом можно рисовать, не обязательно масляными красками. Можете любую технику использовать, не только вот масло, можете и скульптурную живопись делать, можете карандашом, можете цветными, ручкой. Да, работу, ребята, можете попозже отправить. Кто не успел, не закончил, можете завтра отправить. Карандашные рисунки — это здорово. Так, и на Ютубе, ребята, отправили чат, в чате отправили канал YouTube ресурсного центра АКФА, буква Ф. Напишите АКФА, ресурсный центр, и можете написать либо мастер-класс Лифатис. И вот именно в ресурсный центр АКФА подпишитесь, пожалуйста, и там очень много мастер-классов, семинаров. Тоже можете оттуда картину написать и нам отправить. Алиф, я вот закончила и боюсь уже испортить, поэтому остановилась. Да, молодец. Можете свои работы показать, пожалуйста. Так, сейчас. Меня слышно? Да, вас слышно? У меня тоже проект был Аланхо. Молодец. Поэтому я вот его образ Оксана. нарисовала. Ой, красота какая. Спасибо вам большое за мастер-класс. Вам спасибо, ребята, что вы тоже с нами и подключились сегодня, и пишете картины. Желаю... Ух ты! Мне вот глаза понравились, то, что как я глаза, они как-то так получились, не знаю. Нет, очень как. классно получилось, Ну, очень интересно. классно. Даже пропорции все правильно сделали.
даже сидит человек по-другому, это классно. Молодец, мне очень нравится. Даже вот градиент фона замечательно сделали. Спасибо. Очень интересно. Молодец. Спасибо. Мгм. И Ну, даже как-то то, с что человек телефона, конечно, чувствуется. это Цвет не трудно. передается. Да. С телефона трудно Мастер-класс. работать, Мгм. но все Да. равно мне очень понравилось, и это я довольна. Мгм. Спасибо большое. Вам спасибо, хорошо. Ну, постараемся очно сделать, может, на открытие очный мастер-класс сделаем. Вот. Так здорово было бы, да. Да, хорошо. И еще другие работы можно посмотреть, пожалуйста. Если что-то не получается, ребята, заходите в группу и пишите. Не стесняемся, потому что именно когда... Ой, простите. Меня слышно? Алло. Алло. Меня слышно? Алло. Да, да, Да. слышно. Спасибо. Вот хотела немножко сказать, подписывайтесь и включайтесь в группу. Если какие-то вопросы возникают, ребята, обязательно спрашивайте, потому что когда вы не спрашиваете, вы не понимаете. Лучше спросить и не стесняться, хорошо? В группе можете спрашивать и насчет мастер-классов, и насчет семинаров. Если что-то не получается, обязательно спрашивайте. Тогда только будет быстрее получаться. Вот. Всем спасибо, ребята, что сегодня посетили. Желаю всем творческих успехов. Больше картин пишите. И пишите тоже с нами. И сами пишите. И всем удачи. Пока-пока. Мне еще сегодня включено? Что? Алло. Вас не слышно. Вас не слышно. Можете повторить, пожалуйста? Меня слышно было. Просто у меня почему-то микрофон включается, когда... Вот. Кажется, вы меня не услышали. Нет, вас всегда слышно. Вы один раз только звук пропадал, мы говорили. Ага, все поняла. Отправляйте в группу свои работы, пожалуйста. О, у доброго почина нет Инстаграма, пишут. Есть группы в WhatsApp и в Telegram, ребята. Так, и еще, ребята, Аида Захарова — это наш руководитель, и чтобы попасть в группу, пишите, пожалуйста, на номер WhatsApp или в Telegram 8914 305 75 44. Вот. И в чате тоже посмотрите, там ссылка на YouTube канал. Уже отправили прямую трансляцию. Так, Оксана, молодец. Так. Если есть вопросы, спрашивайте.
Так, Саня, я вашу работу видела, очень классно. Отправляйте, пожалуйста, работу ждем. Если нет, Сколько-то работ поступило уже? Одна. ух ты, одну работу мне отправили карандашом. Какая красота. Молодец. Это у нас кто? Слава, да? Вот, интересная работа, ребята, посмотрите. О, правда. Да. Тут всё. Пропорции все соблюдены. Очень красиво. Молодец. Сейчас я в группу отправлю с вашего разрешения. Да, вообще круто нарисовали. Еще раскрасить, вообще красота будет. Так. Да, можно акварелью раскрасить, или гуашью, или фломастером. Будет очень интересная техника. Попробуйте. Можете, конечно, черно-белым оставить такой черно-белый рисунок. Класс. Тут еще одна работа. Посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас. Вы здесь в чате? Вы в чате показываете? Нету Зуме телефоном. показывает. Вот. Ух ты, сейчас посмотрю, подождите. А, Ой, молодец. Ух ты, очень это мы красиво. тут Да? пытались Пропорции общими тоже. силами. И Да. чаран Цвет сделали. очень хорошо подобран. Узоры вообще, и цвет. Молодец. Классно. Очень хорошая работа. Ребята, вы все в первый раз маслом или нет? Некоторые, по-моему, не первый раз, да? Маслом работаете. Я сегодня на холсте нарисовала, поэтому у меня более-менее в тот раз на картоне не получилось. Я, по-моему, экономила краски, поэтому сегодня не стала экономить. Ага. Молодец, не нужно Молодец, не нужно экономить, потому что тем густо вы ложите, тем ваша картина становится более фактурная, более интересная. Конечно, если экономить, то это сильная прозрачность получается. И когда бывает, что именно сильно тонкая краска, конечно, может и недолго храниться. Ну, в смысле, конечно, будет передаваться от поколения к поколению, но такие картины, которые сильно тонко, сильно разбавленно написанные картины, они недолго сохраняются, ребята. Поэтому разбавлять нужно в меру, не сильно. И чисто на разбавителе писать тоже не стоит, потому что те, кто пишет на разбавителе, масло уходит, окисляется и быстро, ну как сказать, улетучивается. Из-за этого краски жухлые становятся, могут даже, не знаю, высыпаться, да, конечно. Если это картон, тоже может впитать, если там грунтовка плохая, может впитать полностью масло, и тоже картина ваша может быть очень блеклая, то есть не сочная, не яркая. Поэтому если вы по ощупу ощутили, что холст очень такой, ну, именно грунтовка плохая, можно это увидеть. Сильно прозрачность холста видна, нужно ну, со самим грунтовать. Это может быть клей ПВА, это может быть просто обычная грунтовка из строительного рынка, это может быть лак, ну, лак не надо, наверное. Это может быть эмаль акриловая. То есть можно и желатином вот по-разному грунтовать или просто купить грунтовку в магазине. Но грунтовка очень быстро сохнет и не любит холод, поэтому только на машине, только на автобусе возить. И зимой очень сложно перевозить, потому что в холод становится камень и портится. Вот. Поэтому и нужно, когда грунтовкой пользуетесь, не нужно густо делать,
тоже надо чуть-чуть воды добавлять, тоже консистенцию надо это понять. И грунтовать надо очень быстро, потому что за секунду грунтовка сохнет. Именно настоящая левкость бывает для картин. Тоже надо учиться, приловчиться. Если вы купите тюбик, срок выйдет, нужно сразу очень много картин грунтовать. Конечно, разбавляем. Вот. Поэтому масляные картины, срок годности у всех красок разные. Допустим, вот сонет. Здесь, по-моему, 2 года было. Так, состав. Хранить при температуре 20-10 градусов. Кстати, тоже хранение надо смотреть. Сильно возле батареи нельзя хранить краски. Только то есть в темноте и в холодном месте. То есть они лучше сохраняются дольше. 20 или 10 градусов, плюс-минус написано. Гарантийный срок 5 лет. Да, у масляных красок чуть больше срок годности, чем у акриловых. Акриловые краски очень быстро сохнут. Если вы открыли, и, конечно, в течение года надо использовать, потому что акрил, если туда воздух попадает, то быстро портится и превращается в резину. Такой пластик, можно сказать, или какую-то резину. Вот. И есть еще вопросы, ребята? Если нет вопросов, можем, конечно, завершить. Тоже на следующем уроке, кстати, у нас может скульптурная живопись будет, либо у нас будет масляная живопись. Или можем просто графику сделать тоже. Либо краски акриловые плюс грунтовка, нет, не грунтовка, а можно скульптурную живопись, акриловые краски, но сделать не цветы, а именно мастихином рисовать картину. Тоже очень интересно будет. Вот. Большое спасибо, Алиф, за, как всегда, интересные МК. Всем спасибо за участие. Будьте в курсе наших мероприятий в Ютубе, смотрите, пишите мне в WhatsApp. Я могу включить вас в группу Telegram или WhatsApp. Спасибо всем большое. Кого-то, Аида, вас очень плохо слышно. Ну, я с телефона, поэтому... Вот сейчас хорошо. Лиля? Хорошо. Ну, я хотела сказать, можем ли мы разрешить участникам написать пожелание, какой мастер-класс они хотят? Будет здорово. Ну хорошо. Тогда, пожалуйста, пишите мне, я вас подключу в группу, дорогие участники, и будем там переписываться, общаться. Телефон мой указали в чате. Могу повторить. 8 914 305 75 44.
Ну и все птицу можно. участники МК у нас получат подарки. И у нас будет же конкурс рисунков, и победители получат призы. Ух ты, супер. Ну ладно, до свидания. Большое спасибо всем. Запись будет на YouTube-канале. Всем спасибо, пока-пока.